Сегодня 20 апреля, день рождения Бажи Николаевича Чачава, профессора, заведующего кафедрой концертмейстерства Московской государственной консерватории, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, народного артиста Грузинской ССР, моего педагога, концертмейстера, с которым я не раз выходил на сцену. Сегодня первый день рождения Бажи Николаевича, когда мы отмечаем этот праздник без него. Сегодня ему исполнилось бы 79 лет. Он умер 6 октября 2011 года, за день до моего сольного концерта, который я ждал всю свою жизнь, к которому готовился всю свою жизнь. Я об этом узнал уже только вечером. Концерт уже, наверное, невозможно было бы отменить. Да и я не думаю, чтобы Бажа Николаевич поступил бы, отменив концерт. Но я подумал, надо же, Бажа Николаевич до самого последнего дня поддерживал меня и довел меня вот до такого важного события. Сольный концерт, который я ждал всю жизнь. И мне показалось, что он благословил меня в день концерта, конечно же. Я почтил память, исполнил и посвятил ему романс. И вот сегодня в сопровождении виолончели Адели Закировой, в сопровождении концертмейстера, с которым я теперь довольно часто выступаю, Максима Гулина, хотел бы исполнить романс «Разлюбила красный девица».
чудесную. Готовился к этому концерту и вспоминал те советы, которые Влад Николаевич давал мне во время наших занятий. Он в день концерта и мне советовал, сам старался избегать лишних физических нагрузок, стрессов. Но разве сегодня это возможно было? В день концерта он обязательно, сам он уже, скорее всего, не мог, в те годы, когда я у него занимался, он обязательно ходил в парикмахерскую, мыл там волосы, начесывал свою белокурую прическу, так что даже сзади, издалека, не узнать его просто было невозможно. Мы приходили обычно за час, за полтора до начала концерта, переодевались. Он проходил отрывки, которые, видимо, представляли определенную трудность для него, потом проходили вместе, полностью мы произведение не проходили, только частично, чтобы наметить голос. Перед концертом он практически ни с кем не разговаривал, был сосредоточен. Часто сидел, положив руки на колени, или ходил медленно. Все в этот день было нацелено для хорошего выступления. И еще один романс, который я, конечно же, готовил вместе с ним, это «Соловей Чайковского». У тебя, малой птицы, незаменные три песни. У меня лил молодца три великие заводы. Как уж первая забота рано молодца женили, а вторая-то забота ворон конь мой притомился. Как уж третья-то забота красную девицу со мною разлучили, слышь,
слово «благословляю вас» Иса, который хотел бы сейчас исполнить. Но прежде я хотел бы вам показать вот рисунки. Может быть, ранним рядам не видно. Здесь разными цветами фломастеров исписан буквально каждый листок нот и сзади, и спереди. Это рукой Важи Николаевича были начерканы пожелания, рекомендации, которые он мне высказывал. У него перед фортепиано дома, наверное, штук 30 в коробочке стояли фломастеры. И поначалу, когда он начинал мне рисовать моих чистеньких нот, мне даже было немножко жалко. Но потом, конечно же, я понимал необходимость всего этого. И вот теперь, когда уроки с Важей Николаевичем уже позади, я могу в любой момент взять эти ноты и вспомнить, как проходили уроки, вспомнить те советы, которые он давал. Конечно, я с удовольствием бы спел с Важей Николаевичем еще раз. И вот попытка этого я бы хотел попробовать сейчас.
Равиль Закиров и Ильдар Нигматуллин, лауреаты международного конкурса. Он был председателем жюри Всероссийского конкурса концертмейстеров в Казани в 1991 году, в 1995 году. Мы вместе с ним дали сольный концерт в Рахманинском зале в 2007 году. Выступал он в Казани и с Казарновской, Любовь Казарновской, и с Яной Ваниловой. И каждый раз, когда он приезжал, он давал открытые уроки. Конечно, это было большим событием. И вот одним из тех, кто был на его открытом уроке в 2007 году, это Ильдар Нигматуллин. Мне тогда запомнился очень такой, может быть, такой незначительный случай, но я его заметил. Ваш Николаевич попросил, как и всех нас, артистов, петь и играть так, как написано в нотах. Совершенно четко. Чайковский должен быть Чайковский вместе со всеми его ремарками, паузами, длительностями. И вот одна из просьб была к Ильдару сыграть, видимо, так, как написано. Ильдар один раз попробовал, не получается чего-то по Важинскому. Второй раз попробовал, не получается, Ваш Николаевич восстанавливает. Нет, не так, пробуйте еще раз. Вот. В очередной раз Ильдар попробовал, начал. По Ваше Николаевич, мы видим, что опять не получается, но Ильдар остановился сам. И попробовал начать заново. И Ваш Николаевич в свойственной ему актерской манере на весь зал. Вот! Вот видите? Он сам остановился. Значит, он начал понимать, как должно звучать. Сам начал понимать. Не я его остановил. Он сам остановился. И действительно, откуда у него это? Мало кто знает, что до музыкального образования он получил актерское образование. И, может быть, поэтому вот актерское начало он перенес и в свою музыку. И просил нас исполнять любое произведение не как вокалист, как актер. А актер отличается тем, что воображение ему помогает донести суть произведения. Звучит Шуман, Адажио и Аллегро.
сцену я приглашаю лауреата конкурса вокалистов Грузии Нелли Шилову, и партию фортепиано исполняет Вера Таганцева. Канцонетта «Беги». Чернов, известный на весь мир баритон, он написал: после Чачавы я не могу работать ни с одним концертмейстером. А Аноним написал очень интересную фразу. Написал так: его имя всегда и везде было написано маленькими буквами, но он был большим.
Аморе из оперы «Сила судьбы». Grazia
певцами, как Елена Образцова, Ирина Архипова, Галина Писаренко, Надар Ангуладзе, Мати Паль. И вот сегодня у нас с вами есть возможность послушать высказывания Зураба Саткелабы и Махвалы Касрашвили, которые также работали с Владимиром Николаевичем. Выпало счастье с ним работать, жить рядом с ним, общаться с ним, как с великим музыкантом и артистом. И я думаю, что это потери огромные для всего музыкального искусства, не только российского, грузинского, но и он выступал во многих странах с прекрасными нашими певцами, с Еленой Образцовой, с Владимиром Черновым и с другими нашими звездами. Еще у нас была надежда, что он еще много может создать на сцене. Мы еще не осознаем, что мы потеряли. Могу так сказать, это не высокие слова, а это правда, потому что редко встретишь в нашей профессии такое сочетание. Образцова, которая слушала нас, слушала наши занятия с ним, как мы занимались, и когда она мне сказала, я отниму этого мальчика. И действительно, она все сделала для того, чтобы привезти его в Москву, сделала для него квартиру, устроила в Московской консерватории. Я думаю, что он был обогащением для Московской консерватории, его занятия, его присутствие здесь. Поэтому это большая утрата для той молодежи, которая пришла в консерваторию, чтобы заниматься, и той, которая еще придет. Звучит Шостакович, 4 прелюдии, исполняет лауреат Всероссийского конкурса Анна Мишарина, партия фортепиано, дипломант Всероссийских конкурсов Ольга Пятницкая.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы выходим на сцену с чувством глубокого почтения перед нашим дорогим маэстро. Каждый из нас имеет свои впечатления, свои воспоминания о встречах с Важей Николаевичем. И я хочу поделиться тем, что хранится в моей благодарной памяти и в моей душе уже много-много лет. Есть замечательная книга, автор ее Джеральд Мур. Книга называется «Певец и аккомпаниатор. Воспоминания и размышления о музыке». Эта книга уже давно стала настольной книгой нас, концертмейстеров, музыкантов. Предваряет книгу прекрасная статья, написанная Важей Николаевичем Чачалом. Статья называется «Аккомпаниатор художника». Чем замечательна эта статья? Тем, что написана она мастером, равным по творческому, по жизненному опыту, равным Джеральду Муру. Они единомышленники. И когда в который раз уже я перечитываю вот эту замечательную статью, возникает ощущение, что два великих художника дышат одним воздухом, воздухом горных вершин, недосягаемых, абсолютно олимпийских вершин, на которые подняться суждено далеко не каждому.
как говорят, много званых, да мало избранных. Вот это два Божьих избранника. И Важа Николаевич пишет в этой статье о том, что, например, Джеральд Мур – рыцарь концертмейстерской профессии. Но эти же слова мы можем в полной степени адресовать и самому нашему маэстро, потому что он всей своей жизнью от начала до конца отстаивал честь и достоинство профессии концертмейстера, которая время от времени считается такой скромной профессией, как бы человек у рояля. Но такие мастера, как Мур, Чачава, поднимают эту профессию на высоту настоящего исполнительского искусства. Далее Важа Николаевич пишет о том, что Джеральд Мур – прирожденный артист. Ему свойственен такой изысканный артистизм, с которым он работает, наслаждаясь своей работой и доставляя наслаждение слушателям. Но те, кто общался с Важей Николаевичем, конечно, помнят его незабываемые артистические уроки. Он великий артист, он в душе артист. Он и имел театральное образование, он работал даже в драматическом театре, но не это главное. А главное, что его артистизм проявлялся в звучании рояля. Иногда образный строй звучал более рельефно и выпукло, чем у его солистов. Георгию Васильевичу Свиридову принадлежат слова: «Важа Чачава – маэстро глубокий и интеллигентный. Он вырос на дрожжах хорошей литературной среды». И когда на уроках Важа Николаевич цитировал страницы из литературы, из поэзии, из мемуаров художников, писателей, из дневников и писем деятелей культуры, театральных деятелей, он очень любил цитировать актеров, то, конечно, возникало ощущение какого-то безграничного его кругозора. А это все была действительно среда его обитания. И все вместе было окрашено его необычайной любовью к профессии, любовью с большой буквы. И этой любовью он заражал всех, с кем общался, и своих учеников, и певцов, с которыми он работал. И, конечно, на различных встречах с ним в разных городах все были покорены его вот такой потрясающей рыцарской преданностью к своей профессии. В 1977 году проходил в Тбилиси конкурс вокалистов имени Михаила Ивановича Глинки. И на этом конкурсе я испытала художественный шок. Необыкновенное впечатление произвели два исполнителя. Певец-тенор Тенгиз Чачава и концертмейстер Важа Чачава. Два талантливых брата. Среди конкурсных программ, среди разных произведений был исполнен удивительный цикл композитора Грузии Читашвили. Цикл назывался «Кафии». В переводе притчи, басни, сказки можно перевести. И вот сегодня свое музыкальное приношение мы откроем фрагментом из этого цикла. Исполнится песня, первое произведение цикла, которое называется «Сказка». Исполнитель, солист театра, оперы и балета имени Мусы Джалиля Олег Мачин. Таким образом, нам хотелось бы, чтобы прозвучала страничка давней истории, связывающей нас с Важей Николаевичем Чачавой.
зазвучала песня у реки. Сразу смелым стал трусливый. А несчастный стал счастливый. Сказка, сказка, птичка чудо песню поет. Стало все вокруг светлее, и на сердце веселее. Да. Я бы хотел представить наших артистов. Это прежде всего солист Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Суджалия Олег Мачин и концертмейстер, заслуженная артистка Республики Башкортостан Галия Мухамедова. В их исполнении прозвучит «Плач Федерико» из оперы «Арзианка» Чигиа. La solita storia
Но ничего необычного на самом деле здесь нет. Важен Николаевич в грузинский период своего творчества, да и после этого выступал с инструменталистами. И поэтому сегодня звучит пьецола «Зима в Буэнос-Айресе» из цикла «Времена года». Исполняет лауреат Всероссийского конкурса Юрий Терехов. Партия фортепиано, заслуженная артистка Республики Башкортостан Галия Мухаммедова.
хотел бы сказать, что это мой педагог по камерному пению. И, может быть, к своему стыду я узнал Важу Николаевич только на 3-м курсе, когда Галия Абдрахмановна для меня назвала впервые имя Важи Чачавы и Елена Образцова. Она так рассказывала про Важу Чачаву и Елену Образцову, как будто бы они вот только что здесь побывали, вышли, зашел я, и она мне рассказывает, что они думали, как они играют. И знакомству с Важей Николаевичем, может быть, я обязан именно Галии Абдрахмановне. Спасибо. На сцену я бы хотел пригласить Ирину Касаткину, дипломанта открытого конкурса имени Оксаны Петрусенко, и концертмейстера Ирину Григорьеву, дипломанта международного конкурса. В их исполнении прозвучат Вивальди, «Когда любимый рядом», и ария Доницетти «Каватина Нарины» из оперы «Дон Паскуале».
помимо ряда концертов в Москве и сольного концерта в Казани,
Я участвовал вместе с ним и в 13-м международном конкурсе вокалистов имени Петра Ильича Чайковского. После этого в интернете я нашел несколько комментариев по этому поводу, которые ярко характеризуют масштаб Важи Николаевича как концертмейстера и как фигуры в музыкальных кругах. Один из них звучал так. Среди участников конкурса заявлен Владимир Васильев и концертмейстер Важи Чачар. Ну, конечно же, как же с такой крышей не пройти во второй тур? Почему же не пригласить в следующий раз, например, Плетнева или Петрова? Или еще один, который действительно тронул мою душу, и действительно я согласен с этим. Ахнул зал в этот день только однажды, когда объявили, аккомпанирует Важи Чачар. Звучит вокалист Рахманинова, исполняет лауреат Всероссийского конкурса Анна Мишарина, партия фортепиано, заслуженная артистка Республики Башкортостан Галия Мухамедова.
Вивальди, ария из оперы «Ассильда. Царица Полка» исполняет лауреат международных конкурсов Гульнара Музеева, партия фортепиано Вера Таганцева.
Aceea are animale de cubrări, dezvoltă oceanul de cubrări.